Готовить будем сегодня салат с дорблю, с клубникой, кедровыми орехами и грушей. Груша варится в белом вине с добавлением корицы и сахара. Итак, приступим к нашему салату. С чего начнем? Да, начнем. Вот я уже подготовил здесь клубника, сыр дорблю, кедровый орех и вот, соответственно, это груша. Сейчас мы ее достанем. Тоже грушу. Да, вырезаем. Ну, это косточки вот здесь. Вот, грушу подготовили, это выбросим. Это нам не нужно. Затем берем мы, это микс-салаты. То есть мы берем рукколу, да, фризе, да. А вот это вот что такое это корн-салат. Это тоже листовой салат, да, это корн-салат. Каждый салат имеет свой вкус. Руккола, она с горчинкой такая. Фризе тоже он отнести его таким чуть-чуть горьковатым можно салатом. Вот скажите, а в чем успех вообще вкусного блюда, по-вашему? Ну, что нужно сделать или что не нужно делать? Ну, во-первых, я считаю, что нужно уметь правильно сочетать продукты. Это, мне кажется, одно из основных правил, чтобы подбирать те продукты, которые именно сочетаются с друг другом. То есть, там, допустим, вот, который салат мы сейчас готовим, это хорошо сочетается с клубникой, с сыром, с голубым. Вот. И, соответственно, заправки различные, там тоже, чтобы они подходили. И, соответственно, конечно, самое главное, чтобы это были качественные продукты. Добавим сюда сейчас. А это грушевый конфитюр, грушевый соус или что? Это заправка, да, она состоит на основе винного уксуса, дижонской горчицы, эстрагона, меда. Вот. То есть такой и масло, да. Сладко-острый соус. Добавим грушу, клубнику. То есть это практически предпоследний этап, и сейчас мы будем все сервировать на тарелку. Да, сейчас мы уже будем, да, мы это перемешаем все аккуратно. Вот так быстро, за интересными разговорами приготовили мы салат с грушей, клубникой и сыром дорблю. В конце мы еще посыпем вот такими орешками. Этот салат, это кедровый орех, обжаренный, да. Он тоже придаст этому блюду свою пикантность.